Нестор Каландаришвили, грузинский бунтарь, революционер, командующий самым знаменитым партизанским отрядом в Сибири. Крайне неоднозначная личность. Он умер, не дожив до 50 лет, и жизнь его оборвалась недалеко от Якутска. По сей день гибель Нестора Каландаришвили называют загадочной. Искатели Якутии отправляются по следам легендарного деда. Нестор Каландаришвили родился 26 июня 1876 года в Грузии, в Кутаисской губернии. Закончил учительскую семинарию в Тбилиси. Служил срочную службу в русской армии. С 1903 года состоял в партии эсеров. Во время революции 1905 года участвовал в антиправительственных выступлениях в Грузии и со своим отрядом, состоявшим из крестьян-бедняков, нападал на усадьбы помещиков. В 1906 году с большим трудом был пойман полицией, осужден и сослан в Сибирь. В Иркутской области занимался грабежом купеческих караванов, направлявшихся в Якутию и на золотые прииски Бодайбо. В 1917 году примкнул к партии анархистов. Во время гражданской войны его партизанский отряд успешно воевал против белых и японцев, взорвал несколько поездов с колчаковскими войсками. В Сибири Нестор Каландаришвили получил прозвище «Дедушка». Белогвардейцы назначили премию в размере 40 тысяч рублей за голову дедушки. Еще он командовал красными корейскими партизанами на Дальнем Востоке, а в 1920 году ему довелось встретиться с Лениным и услышать в свой адрес слова вождя: «Я верю в вас, уважаемый сибирский дедушка». Нестор ответил ему, что с этого дня считает себя коммунистом-большевиком и вступил в коммунистическую партию. Карьера большевика Каландаришвили стала стремительно развиваться. В декабре 1921 года сибирский дедушка был назначен командующим красными войсками в Якутии. Наша группа отправляется на место предполагаемой гибели отряда Нестора Каландаришвили. Наш путь пролегает по той же местности, по которой должны были идти несторовцы. К началу марта 1922 года красные удерживали немногие осажденные населенные пункты, Якутск и Алекминский округ, только благодаря отсутствию у белых артиллерии. Противник контролировал почти 70% территории Якутии. На помощь красным был вызван крупный, более 700 бойцов отряд Нестора Каландаришвили. Прибытие его опытных бойцов должно было спасти советскую власть в Якутии. Наладить контрразведывательное обеспечение передвижения его отряда, идущего из Иркутска, было очень сложно. Переговоры Каландаришвили из Якутска и Алекминска велись шифром, так и неразгаданным противником. Не действовала радиосвязь, а радиостанция в Якутске лишь принимала трансляцию музыки из Москвы, поддерживавшую боевой дух красноармейцев. О движении красных противника извещали осведомители-телеграфисты. Белых снабжали информацией телеграфисты Виноградов и Суханов. Сам командующий Каландаришвили пренебрегал предосторожностями. Видно, что Каландаришвили сам, когда ехал, не соблюдал мер предосторожности. То есть он до Алекминска они ехали со всем соблюдением всей военной, как говорится, разведки, боковые дозоры, задние, передние дозоры, мер охранения. Ну а потом уже, когда они не встретили ни одного повстанца, а повстанцы там абсолютно никаких засад не устраивали. И поэтому как бы Каландаришвили сам расслабился. Об этом говорил буквально в предсмертном, как говорится, разговоре со Стродом его комиссар. Что и запротоколировано во всех исторических документах. То есть Каландаришвили сказал, что когда они уже прибыли в Тяхтыр, что вот осталось всего каких-то 20 верст, и мы уже завтра будем. Зачем терять время? Тем более местность, естественно, покрыта вся снегом. Там, как говорится, эти боковые дозоры должны были выезжать за пределы этой, как говорится, дороги
снег. Естественно, это значит трата времени, и поэтому Карандашвили не хотел терять время. Ну, а во-вторых, он ехал сам в такой крытой черной повозке. Как вот рассказывали, как говорится, воспоминания очевидцев, крытой повозки, которые раньше ездили сами губернаторы. То есть это была большая черная повозка, которую тащили 5 лошадей. Она вся была внутри оббита мехом медведя, а снаружи была покрыта черной материей. Ну, чтобы, как говорится, холод не проникал. И еще она имела печь, буржуйку. То есть она еще топилась. Это была довольно-таки просторная кибитка, в которой легко вмещалось 5-6 человек. И поэтому для повстанцев не представляли труда знать, в каком эшелоне и где едет, как говорится, Карандашвили. Задача противника облегчалась тем, что зимой транспортное сообщение Якутии с внешним миром могло происходить лишь по одной дороге – длинной и почти пустынной. А что, это была единственная дорога или она была наиболее безопасная? Ну, в зимнее время, в то время, тут как говорится, трассы-то не было, на которой сейчас вот современное время на том берегу. И все сообщение с Россией шло по Иркутскому тракту. То есть он проходил здесь по льду? Да, ну, дорога везде так была. Либо по реке, либо вдоль реки, по этому берегу. В 20-е годы весной именно здесь, я думаю, пролегала дорога Иркутский тракт. И мы предполагаем, что здесь наиболее удобное для засады место. Памятник здесь находится неподалеку. Мы сейчас вот были, примерно отсюда метров 300. И местные жители тоже говорят, что это случилось именно здесь. Я думаю, что если здесь даже металлоискателям поискать по острову, может, даже гильзы можно будет найти. Потому что стреляли много, и гильз, наверное, осталось тоже порядочно. И шансов, как видите, тут убежать очень мало. Как была организована засада? Я предполагаю, что нападающие спрятались вот на этом берегу, лежали, ждали. Лежали, наверное, на шкурах, укрылись, в идеале, наверное, укрылись белыми простынями. И как вот танковая колонна заходит в ущелье, или на дороге ловят, первую и последнюю танк подбивают. Здесь, наверное, примерно то же самое произошло. Дорога узкая, туда убежать невозможно. На нападающих тоже смысла нет бежать на пули. Шансов практически ни у кого не было. 6 марта 1922 года штаб командующего вооруженными силами Якутии Каландаришвили попал в засаду у Табагинского мыса недалеко от Тихтюра. Вся верхушка сводного корпуса, включая женщин и детей в обозе, погибла. Нападавшие скрылись, как будто их и не было. Мы попытались воссоздать картину боя, произошедшего в этих местах.
Это была самая знаменитая победа белых во время гражданской войны в Якутии. Им удалось уничтожить одного из самых известных красных командиров в Сибири. Все жертвы, 89 человек, они все похоронены в старом якутском кладбище, все эти красноармейцы. Перестрелка, она продолжалась буквально минут 5, не более. Потому что буквально очень близкое расстояние, во-вторых, по словам, даже в мемуаре с труда описано, что даже пыш долетала до несчастных жертв красноармейцев. И таким образом, естественно, прицельно они их буквально тут же мигом уложили за какие-то несколько минут. Потом они спустились, забрали оружие, одежду, там забрали они пулемет, забрали бочку спирта и захватили еще 3, как говорится, женщин. Позже эти женщины были казнены по одной версии Коробейниковым при его бегстве в районе Усмаи, а по другим они все были отпущены, и одна даже, как говорится, в 30-е и 40-е годы жила в Алекминске. Эту версию никто из историков так и не уточнил, они так и остались. А насчет того, что как в картинах, как говорится, художников нарисовано, там, как говорится, Карандашвили выскакивает с револьвером из кибитки, и там стреляет, сопротивляется. И некоторые, как говорится, он лежит за пулемет и стреляет. Такого не было. Смерть командира нанесла сильнейший психологический удар по красным. Но красноармейцы выдержали его. Погиб только Каландаришвили и его штаб. Отряд же продолжил движение, прибыл в Якутск и затем нанес несколько сильных ударов по белым, приблизив их поражение. Доподлинно неизвестно, сколько человек было в засаде и кто это был. Хотя позже появилось немало якобы героев, которые утверждали, что именно они сразили непобедимого Нестора. После смерти сибирского дедушки возникло множество вопросов, самым важным из которых был вопрос о том, кому, кроме белых, была выгодна его смерть. Самым интересным было то, что активное следствие по поиску виновников убийства Каландарашвили и соучастников этого преступления начали проводить только через 18 лет, в 1940 году, и закончили его совершенно незадолго до войны. Чекисты не поленились даже провести эксперименты и убедились, что берега протоки Хахсыт, несмотря на их небольшую высоту, очень крутые. И на них невозможно быстро взобраться, тем более под прицельным огнем противника. Гибель отряда Каландарашвили была в этом месте неизбежной, даже если при его штабе был бы не один пулемет, а несколько, а штабная охрана более многочисленная. Но самым главным открытием были вовсе не военные эксперименты. Чтобы разыскать подозреваемых, сотрудники НКВД провели беседы практически со всеми пожилыми людьми, которые жили в Табаде, Техтюре, Покросте и даже в Магане. И их усилия увенчались успехом. Не все из людей, что-то знавших о роковом бое 6 марта, в то время были в живых. Некоторые из них переселились уже в другие районы Якутии, или в Якутск, или даже в Алдан. Однако удалось выявить одного из самых главных разведчиков белых, указавшего самое удобное место для засады. В том же 1940 году удалось обнаружить непосредственного участника засады на Нестора Каландарашвили, русского крестьянина из села Техтюр Афанасия Шепелева. Но он дал признательные показания только через год. Шепелев был затем расстрелян осенью 1941 года, когда уже вовсю шла Великая Отечественная война. Его дело вначале наверняка находилось под контролем самого наркомата внутренних дел СССР. Протоколы его допросов были долго засекречены. Но затем, уже во времена перестройки, выяснилось, что последний белоповстанец Шепелев упорно отрицал причастность красного командования, находившегося в Якутске, к гибели Каландарашвили.
Так ли это было на самом деле, теперь уже не удастся выяснить никогда. Еще в 1920-е годы упорно ходили слухи о том, что в смерти Нестора Каландаришвили были заинтересованы не только белые, но и даже сами красные. А именно, секретарь Якутского губернского бюро коммунистической партии Лебедев, председатель Якутской губчака Агеев и председатель Ревтрибунала Козлов. Но почему они, свои, могли быть заинтересованы в смерти Каландаришвили? Они, коммунисты, казалось бы, его единомышленники, боровшиеся вместе с ним за власть Советов. Лебедев, Агеев и Козлов, фактически завладев всей властью, считали, что нужно руководить Якутией с помощью красного террора. Козлов приказал за любое содействие белым расстреливать каждого пятого в селении без всякой пощады. Особенно вреден был приказ Козлова и Агеева о конфискации имущества у семей белоповстанцев, что, по сути, узаконило настоящий грабеж. Но 11 марта 1922 года местный триумвират Лебедев, Агеев и Козлов были отстранены от власти. Инициаторами отстранения были председатель Якутского губревкома Платон Аюнский, командующий войсками Савлук и комиссар Широких Полянский, которые опирались на поддержку отряда покойного Каландаришвили. В Якутске произошел настоящий переворот. Новые власти ориентировались уже на амнистию белоповстанцев, желающих сложить оружие. Получается, что лишенные власти товарищи были заинтересованы в гибели сибирского дедушки. Советские историки выдвинули концепцию, что именно гибель, она была выгодна тогдашнему руководству в лице Лебедева, Агеева, что они специально так поставили и сделали, чтобы Каландаришвили попал в эту засаду. Ну, сегодня вот изучение открывшихся документов, она говорит о том, что тогдашнее руководство, оно в гибели Каландаришвили абсолютно не виновато. Почему? Во-первых, сам призыв Каландаришвили с его, как говорится, отрядом на помощь, как говорится, якутскому молодому тогдашнему, как говорится, республике, она была инициирована тогдашним руководством. Ну, с момента, как вот Коровейников и его офицеры создали отряды повстанцев и начали борьбу против советской власти. Вот с этого момента они уже начали, как говорится, выдировать Иркутск, телеграммировать тем, что им на помощь отправили отряд красноармейцев. Поскольку этого отряда красноармейцев тогда не было, был малочисленный гарнизон в Якутске, а по мере разрастания повстанчества, естественно, просьбы стали настойчивы, и тогда командование 5-й Красной армии пошло навстречу, ну и выделило отряд Каландаришвили. Засаду устроил отряд Семена Михайлова. Это была, как говорится, его инициатива под руководством, как говорится, некого Николаева. Хотя документов об этом Николаеве по сей день нигде не найдено. Возможно, они еще лежат где-то в секретном, как говорится, отделе архива ФСБ или... Ну, вообще-то в архиве ФСБ остались некоторые неразглашенные документы. А так, все секретные фонды партийного архива, национального архива, они все были рассекречены и были доступны исследователям. МВД тоже рассекретили и были доступны того времени. Вот ФСБ только часть документов она как-то не рассекретила по разным причинам. И вот этот Николаев, он так и остался по сей день, как говорится, неопознанный личность, темная личность в истории Якутии. Ну, по одним он был якобы русский офицер, а по другим это был, как говорится, сын крестьянина, пашенный, то есть баганый, сам почтовый работник и так далее. Но как бы там ни было, в воспоминаниях
повстанцев, которые участвовали в этой засаде, о нем не упоминается. Упоминается только в основном, как говорится, Семен Михайлов. Не все архивные документы рассекречены. До полного снятия грифа секретности осталось еще немало лет. Другие же открытые источники могут находиться в самых неожиданных местах, в архивных фондах, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к гражданской войне. Как сложилось бы по странице повстанчества, если бы Карандашвили избежал этой засады, каким-то образом, и как развернулись бы события? Карандашвили ехал с явным, как говорится, с одним желанием уничтожить повстанчество. Именно так, как он его делал в Иркутской области. Там, естественно, были красные, были белые, были анархисты, были зеленые. И из этого отряда анархистов выделился отряд Карандашвили, который потом стал красным. И не зря вот все телеграммы, которые отправляли до прихода его, как говорится, Карандашвили, где предупреждал о том, что это анархист, все и так далее, хотя он стал потом, как говорится, членом коммунистической партии. Эти люди были отправлены с царским правительством в якутскую ссылку по разным уголовным. Среди них политических не было. И поэтому, несмотря на строжайший, как говорится, запрет самого Карандашвили и на строжайшие, как говорится, требования соблюдать дисциплину красноармейскую и так далее, у них были эксцессы, то есть случаи, как говорится, по пути, пока они ехали до Якутска. То, как вот они, алекминские, как говорится, забрали у одной хозяйки, как говорится, шубу, у одного, как говорится, зашли в дом и часы, по тем временам ценность. Хотя, как говорится, Карандашвили одного сам лично расстрелял. Но это была какая-то, показная, в то же время, я бы даже сказал, излишняя жестокость, что ли. Скорее всего, он начал бы восстанавливать очень такой жесткой рукой, казнить всех, виноватых. А там, где, как говорится, казни и террор, естественно, всегда и невиновные. И поэтому я считаю, что история не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось. Неудачный для красных бой 6 марта 1922 года во многих книгах, изданных в советское время, упоминался неохотно, хотя это сражение произошло совсем недалеко от города Якутска, и ближе него боев возле столицы Якутии не было. День 6 марта даже не увековечен на памятнике Увечного огня в Якутске, где отмечены важнейшие даты гражданской войны в Якутии. Но интерес к этому событию растет в наше время. Возможно, когда-нибудь появятся новые подробности гибели сибирского деда. И кто знает, может быть, они смогут изменить традиционное изложение событий гражданской войны в Якутии. Дедушку считают героем гражданской войны. Его имя в Якутии обросло легендами. С какими намерениями шел он в Якутск, сейчас сказать сложно. Можно утверждать одно. Авторитетный военачальник, дойдя до столицы, мог серьезно повлиять на политическую ситуацию и изменить дальнейший ход истории.